В Гудаутском районе удалось снизить нагрузку на электросети на 7,5 мегаватт. Об этом сообщил, открывая совещание с членами штаба по противодействию незаконной добыче криптовалют, исполняющий обязанности главы администрации района Баграт Боджгуа. Обесточено 33 криптофермы, в которых было от 20 до 1500 майнинг-аппаратов. 33 объекта – это где у нас они опломбированы, они опечатаны. Ситуация практически мониторится через каждый день, что происходит. Когда поступает информация очень много о том, что люди обращаются, говорят, что есть подключение, слышим шумы, оперативный штаб выезжает, проверяется, есть много фактов, где не подтверждено. Хотелось бы подчеркнуть, что главы сел внутри себя создали также оперативные штабы, куда входят также представители РЭСа, силовые структуры, депутаты, советы старейшины. Мы с ними разговаривали, ветераны войны, о большой просьбе, чтобы они разговаривали с людьми, доносили до них о проблеме, что на самом деле у нас, какая ситуация. Но практически в неделю, к концу рабочей недели, они должны представлять ту информацию, которую они провели у себя в селах. Те статистические данные и наблюдения, которые представляются с района, характеризуют, что работа ведется в этом направлении. Единственное, что я бы попросил, чтобы показатели, которые мы видим, снижены за счет отключения работы криптоферм, и данные общие снижения по району, они должны быть расшифрованы по какой причине. И я так полагаю, что, наверное, 33, как вы проинформировали нас, 33 объекта, они сегодня находятся в режиме отключения, и повторного подключения там нет. Нет, абсолютно. Как добавил присутствовавший на встрече заместитель главы администрации Гудаутского района Валерий Авицба, главное, что нужно сделать – усилить проверку экскурсионных машин на границе, так как, по его словам, по имеющейся информации, именно они чаще всего перевозят майнинги. По 2, по 3 штуки. Вот до Саурского, и трансформаторы, когда завозят. Без разрешения Черноморэнерго до мая, чтобы никому не дали разрешения на установку. В Рио премьер-министра Владимир Делба уведомил о том, что в скором времени возможно возобновление учебного процесса. Однако только на основе данных со всех районов республики можно будет судить о времени, дате и условиях работы как образовательных, так и культурных учреждений страны. Как это будет, конкретные сроки, в какой форме, это, естественно, скажут только на основе сделанных выводов и исследований. Несомненно, одним из вопросов стоит увеличение учебы по неделе. Это может быть шестидневка. Это, разумеется, сокращение каникулярного времени. В Рио премьер-министр Абхазии Владимир Делба и руководитель администрации президента Алхаз Квициния также провели встречу с членами штаба по противодействию незаконной добыче криптовалют в Гагарском районе. О проделанной работе оперштаба по выявлению нелегальных потребителей электроэнергии проинформировал глава администрации Гагарского района Юрий Хагуш. В Гагарском районе высвободили 26 мегаватт. Повторных подключений не было выявлено. Каждые 2 дня штаб выезжает, проверяют все эти объекты. В основном таких проблем особых нет, все проходит спокойно. Люди относятся с пониманием. Работа будет продолжаться в том же направлении. Как отмечалось на встрече, меры, предпринятые по отключению криптоферм, произвели эффект. Многие предприниматели, осуществлявшие данную деятельность в частных домовладениях, самостоятельно отключили оборудование по добыче криптовалют. Кроме того, как говорят представители Черноморэнерго, на снижение нагрузки повлияли и погодные условия, потепление. Некоторые фермы вообще разобрали, по домам раскинули. Мы с Львовичем завтра совещание проведем, начальник ЖЭКа или кто, по подвалам, по высоткам, по всем домам. С завтрашнего дня начнем обход делать. Посмотрим, кого выявим. Неверные отключения у нас были от перегрузов. Пока мы эти рейды не сделали, пока не отключали от перегрузов, где отключали какие-то участки, там отключали. Но сегодня стабильно. Все ответственные лица прониклись этой ситуацией, и показатели, как говорится, за тот срок, за который был промежуточный отчет, они
достаточно впечатляют. Полагаю, что и в будущем то же самое так будет продолжено. Может быть, здесь нужна будет и поддержка местного органа самоуправления. Я так полагаю, там полное взаимодействие, да, это тоже очень важные позиции. Членов правительства также интересовала эпидситуация в районе, а также работа Гагрской ЦРБ. На сегодняшний день в больнице 34 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. Буквально последние 2-3 дня опять пошел прирост заболевших, и так получилось, что там начали уже, из тех, кто там лежит в стационаре, начали появляться тяжело больные. Из них мы были вынуждены отправить уже в Гудауту. 2 были туда отправлены, и еще около 3, наверное, в течение дня, следующих завтрашних суток, допустим, надо будет нам тоже туда отправить, потому что состояние ухудшается. Что касается медикаментозной базы по Гагрской ЦРБ, с этим на данный момент проблем нету. Что касается оснащения всех остальных дел, то же самое Юрий Львович показывает большую помощь. Это и по подаче кислорода. Питание у нас там 3-разовое организовано, дежурство врачей, смена врачей. То есть в этом плане сейчас более-менее обстановка хорошая. Несмотря на то, что врачи тоже болели, их неким было замещать. Еще 6 человек, это которые в месяц 1 раз мы, как говорится, отправляем в помощь Гудаутскому штабу. То есть сейчас в этом плане тенденция идет на улучшение. Но вот последние 2-3 дня тяжелые больные появились, которых отправили в Гудауту. И здесь обсуждалась возможность возобновления образовательного процесса в стране. Если есть предложение в Гагрском районе, какие можно частично снимать ограничительные меры, что можно вводить поэтапно, возможно, возобновление образовательного процесса, формы, подходы его дальнейшей реализации. Это надо будет обязательно знать. В нашей стране не может так произойти, что система образования в одних районах будет возобновлена, а в других не будет. Образовательный процесс должен возобновиться на всей территории. Образовательные процессы, детские сады одним днем нельзя. Как бы запустить образовательный процесс, а там уже оно видно будет. Помимо майнинга, эпидситуации в районе и возобновления учебного процесса, на встрече также были затронуты вопросы подготовки к летнему курортному сезону. А что касается работы оперштабов по выявлению нелегальных потребителей электроэнергии, созданных по поручению президента, то она будет продолжена. Сария Кварцхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.